Море во всех его проявлениях, красота русской природы, мотивы из путешествий в разных странах. На полотнах великого мариниста бессмертная морская стихия. Бури, грозы, волны или спокойные воды Черного моря. Художник рисовал по памяти. Он обладал фотографической памятью и с натуры почти никогда не рисовал. За всю жизнь Айвазовский создал около 6000 картин. Его стиль неподражаемый и узнаваем во всем мире. Главный его дар – это умение передать вечно подвижную водную стихию. Айвазовского без преувеличения можно назвать самым узнаваемым и плодовитым художником. Здесь на выставке лишь малая часть репродукций картин. При производстве цифровых художественных репродукций используется технология, известная на Западе. Это эксклюзивные цифровые художественные репродукции шедевров живописи на холсте, по качеству исполнения и цветопечати, не уступающей оригиналу. Эта технология позволяет полностью воссоздать бессмертный шедевр на натуральном холсте. Из всех картин Айвазовского критики выделяют 200-300 работ, признанные жемчужинами. И познакомиться с 55 его работами появилась возможность и у жителей Чеченской Республики. В этом году Россия отмечает 200-летие со дня рождения известного мариниста Ивана Айвазовского. Очень много мероприятий в России проведено, приуроченного к этому событию. Выставку в Грозный привезли представители компании Art Expo, которая была открыта в 2015 году в Ставрополе. Наша выставка носит просветительский характер. Посетитель, который раньше не интересовался творчеством Айвазовского, может заинтересоваться определенными картинами, и у него может возникнуть желание посетить те музеи страны, где выставлены оригиналы. Иван Константинович мастерски передавал любые состояния моря. От умиротворенных штилей до безжалостных буйств стихии. Но какую бы грандиозную бурю или сражение художник не изображал, в верхней части холста сквозь скопление грозовых туч всегда пробивался луч света, иногда явственный, а иногда едва заметный. Благодаря своей особой технике лессировочное письмо Айвазовский сумел создать эффект объема и глубины в своих картинах, ныне называемой 3D. Если иностранцы интересуются поэзией России, то в первую очередь вспоминают о Пушкине, а когда интересуются искусством, в первую очередь имя Ивана Айвазовского для них бывает знакомо. Выставка будет открыта до 22 октября этого года. А вот если посетителям понравится какой-нибудь экспонат, можно приобрести репродукцию, которую выполнят в короткие сроки. Ну а оригиналы с Третьяковской галереи оцениваются в $1 миллион одно полотно, а живописных шедевров в галерее 120 работ разного размера.